Случайных людей здесь нет. За каждым из них горячие точки, боевые операции, десятки прыжков с парашютом. Элита армии. Когда-то их судьба свела в одной казарме. Вместе переносили все тяготы и лишения. А потом их разлучил дембель. Но настоящая армейская дружба не знает границ и времени. Было принято решение, чтобы создать Международный союз десантников. И в нашем регионе то же самое сделано. Поддержку нам дали. А в то время было трудновато, конечно, но начали искать десантников по Абхазии, всех постсоветских. В основном большая заслуга Гевядлиба, бывшего председателя. Сейчас вот нас около 80 человек. Там и входят и спецназовцы, ребята, потому что у нас организация называется общественная организация «Союз десантников и спецназа Абхазии». Количество прыжков с парашютом не самое главное. Важно спасти жизнь товарища, прикрыть собой, защитить страну и дать отпор врагу, говорят десантники. В этот день любые мероприятия начинают с возложения. И это не просто дань памяти погибшим друзьям. Служба была не из легких, но эти мужчины в тельняшках с десятками орденов на груди вспоминают о ней с улыбкой. Десантник – это элита войск, так считается. Первый раз в 1971 году были 10 человек, нужны были десантников. Вот Гаспарян Сергей, Двар Нулик, Корнеев Руслан, и я в том числе были призваны отсюда, попали в Рязанский полк. Туда не всех брали, это парадные войска. В то время там учился Лебедь, генерал Лебедь. Он у нас был инструктором, мы лично знакомы с ним. Вот. К нам приезжал сюда сын нашего командующего Маргелов Виталий Васильевич. Братство есть и не кончается, потому что с бывшего Советского Союза нас все поддерживают, особенно Россия. Не то, что там Ленинград или Москва. С Тамбова, с Самары, с Куйбышева. Откуда бы десантники не были, они солидарны с нами. И всегда поддерживают нас. Никто, кроме нас. Я призван с Черкесска в 1971 году. Кировоградская дивизия. И где меня только не заносило. Но десантура для нас – это не стимул жизни, не уклон, это человечность. В этом году голубые береты встретились в центре столицы на месте захоронения ветерана Великой Отечественной войны генерал-лейтенанта Хасана Харазия. Крылатая пехота Абхазии объединила представителей ряда войск – спецназ, морпехов и ВДВшников. Все они выступают под единым флагом воздушно-десантных войск. Праздник отмечают также вместе. В этот день никаких различий нет. Основа десанта – это ведь не парашют. Основа десанта – приземлиться, а не погибнуть. Главное, чтобы ты приземлился и смог воевать. Это основа. Знаете, как говорят десантник, 5 минут орел, а остальное ломовая лошадь. Потому что надо воевать. Не важно, чтобы ты с парашюта выпрыгнул. Научиться за 5 раз, за 6 раз. Самый первый призыв у нас был с Абхазии, 1971 год. Потом после этого и не было. И попали в элитный полк Рязанский. У нас командиры были. У нас командир взвода был Лебедь Александр. Барсуков там служил, Коржаков, Крачев. Они все прошли эту школу. И вместе выросли до генералов, и вместе воевали. Боевые все ребята были. Десантник не обязательно фонтан. Десантник – это десантник, который дружит с своим братством. У меня сегодня 27 звонков было со всего бывшего Советского Союза. Все ребята, мы поддерживаем всегда друг друга. ВДВ – это мужество высшего класса, храбрость первой категории, боевая готовность номер 1. Десантник – это концентрированная воля, сильный характер и умение идти на риск. Эти мужчины по таким правилам прожили всю свою жизнь, день за днем. Первые десантники, которые прошли на Красной площади, это абхазские с флагом. Это было очень трогательно. Министерство обороны нам это очень сильную помощь оказало. Оказывает постоянная помощь Амобайл, оказывает помощь Черноморэнерго. Я вот этим людям хочу сказать слова благодарности. Вы знаете, у нас есть такие большие планы, грандиозные, работа с молодежью, там в школах. Поставить хотим башню, вышку, парашюты нам даже дадут. Но вот на все это мы спонсорскими делами, деньгами, значит, помощью мы это не сможем вытянуть все это. Все равно хотелось бы, чтобы правительство нам в этом плане помогло, потому что здесь это ветеранское братство, это люди, которые прошли не одну войну.
На счету десантников Афганистан, Чечня и десятки локальных военных конфликтов. Говорят, секрет их службы прост – любить родину и друзей. Нис Фаршба, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.